Знаменитых пользователей фотосервиса Instagram опубликовал очередной пост, вызвавший интерес далеко за пределами круга подписчиков. Рамзан Кадыров выложил снимки своего боксерского боя с министром спорта Чечни, которому, цитата, ненавязчиво хуком справа и слева объяснил, что нужно работать головой. Затем, как наказывают провинившегося чиновника, наблюдал российский министр труда и его чеченский коллега. Вполне вероятно, намекнул Кадыров следующий, кого он ждет на ринге. Новый ударный метод руководства изучил Иван Трушкин. Чеченский министр по физкультуре и спорту Саламбек Исмаилов плохо работает. Говорил ему Рамзан Кадыров: отремонтируй здание. А он не справился. Произошло бы все где-нибудь в Брянске, лишили бы премии, получил бы выговор и все. Но в Грозном так просто не отделаешься. В ходе нашего диалога, вернее спарринга, я мягко и ненавязчиво хуком справа и слева объяснил ему на пальцах, вернее на кулаках, что нужно работать головой. Свои ошибки министр начал исправлять уже сегодня вечером, и поэтому я все-таки разрешил ему надеть шлем. Ведь ему завтра на работу еще. Сам Кадыров, к слову, мастер спорта по боксу, самоотверженно вышел на ринг без шлема. Воспитательная беседа продолжалась 2 раунда, нокаута не случилось, хотя предпосылки были. Он 3 раза ударил меня, знаешь, вот я даже до утра меня левый глаз что-то плохо видел, знаешь, и печень что-то не отдел. Хороший, ладно, знаешь, спарринг партнер хороший. Саламбек Исмаилов в боксу тоже человек не чужой, тренируется, говорят, с местными чемпионами, так что, вероятно, мог дать начальству отпор помощнее. На мой взгляд, министр спорта даже больше и лучше подготовлен, чем Кадыров в плане техники бокса. Моменты, конечно, были, просто он ими не пользовался, вот и все. За схваткой, кстати, наблюдал федеральный министр труда Топилин, выглядящий вполне благодушно. И, конечно, нет причин думать, что кадыровские апперкоты бьют по трудовому кодексу. Мог ли он не пойти? Да? Но вот с точки зрения закона, безусловно, мог не пойти. Да? То есть за это уволить нельзя. Да? Это было бы, в общем-то, нарушение. То есть, чтобы уволить, необходимо все-таки руководствоваться законодательством и увольнять за какие-то конкретные действия неправомерные. Но если он пошел и согласился принимать участие в этом, то это, в общем-то, именно его личное дело, то есть под законодательство это у нас не подпадает. От начальственных спортивных предложений отказываться вообще тяжело. Вон у Александра Лукашенко тоже не забалуешь. Рассказывают об обязательных для его администрации февральских лыжных забегах. Если у вас сомнения есть по здоровью, одевайте коньки, клюшку берите или лыжи, завтра с вами попробуем. Вы моложе меня, вот и полетим. Тут хотите сегодня при всех. Берем 10 километров, если вы проходите первым, вы завтра будете президентом по здоровью. Чеченский же президент уже объявил, что спарринг с Исмаиловым, вероятно, не последняя рабочая встреча на ринге. И среди местных министров партнеры еще найдутся. А телекамеры все зафиксируют. Министр, после того, как я его поругал, чтобы он успокоился. Ему я даю волю, чтобы он отрабатывал удары на мне. Зачем он будет дома там сидеть, перед женой, там, знаешь, суетиться, ругаться, нервничать? Пусть он придет вечером со мной там побоксирует. А вообще Саламбеку Исмаилову повезло, что он работает в правительстве Кадырова, а не у бывшего центральноафриканского лидера Жана Беделя Бакассы. Тот провинившегося министра однажды просто съел. Иван Трушкин, Фатима Дадаева, Татьяна Павлова и Александр Двинянинов. Телекомпания МТВ, Москва, Грозный. Сегодня стало известно о появлении